Добрый день, уважаемые слушатели. Мы сегодня с вами встречаемся в очередной раз по теме, что нужно знать ребенку для того, чтобы он пошел в первый класс. Мы уже с вами говорили на тему о том, готовность к школе ребенка с 6-7 лет, затрагивали физическую и социальную готовность ребенка. А сегодня мы с вами поговорим о том, что должен уметь и знать ребенок к моменту поступления в школу. Официального перечня вопросов, которые должен знать дошкольник при поступлении в образовательную организацию, не существует. И согласно закону федеральному нашему Российской Федерации об образовании, государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений всех видов запрещается осуществлять на конкурсной основе. Каждый ребенок 6,5-8 лет, который не имеет противопоказаний по здоровью, имеет право зачисляться в первый класс. Однако по заявлению родителей школа может принять ребенка и в более раннем, и в более позднем возрасте. Причиной отказа может быть только отсутствие в ней свободных мест. Анна Валентиновна, хочу задать вам сразу вопрос, да, который как бы подразумевает у всех родителей всегда при поступлении ребенка в школу, при его готовности к первому классу. Мы уже с вами говорили, да, в каком возрасте все-таки стоит отдавать детей. Это у нас был уже хороший такой вебинар, опять же таки по заявке наших родителей. Или в 6,5 лет, или все-таки в 7,5 лет. Мы уже обсуждали, что это все-таки в первую очередь психическая готовность и физическая, физиологическая готовность. Готовность. Чтобы ребенок действительно был готов, не просто мы видим, что он большой, крупный, да, и мы бы нужно его срочно запихивать, он уже читает, нет. От того, что он читает, как бы у него нет большой готовности. Нужно понимать, что внутренняя готовность, она совершенно другая. Вот хотелось бы, конечно, чтобы вы вот в процессе сегодняшнего, да, немножечко это затронули. Конечно, сейчас мы с вами об этом обязательно поговорим. Значит, но все равно некоторые школы у нас, мы с вами это знаем, при наборе первоклассников проводят вот специальные тестирования, чтобы определить уровень знаний, умений, развития детей. И поэтому в выбранной школе, ту, которую вы хотите, да, пойти, вам стоит все-таки уточнить, что обычно спрашивают у ребенка педагог, психолог, как проводится ли вообще письменное тестирование и так далее. И важно понимать, что хороший результат вот этих тестов, он у нас зависит не только от умения ребенка, а относительно грамотно говорить, читать по слогам или считать. Успех освоения ребенком школьного материала определяется развитием мышления, памяти, логики, способность концентрировать внимание на узкой конкретной задаче. Вот как раз вот это будет готовность ребенка к школе. Если это все ребенок выполняет, да, то он у нас с вами готов. То есть, Анна Валентиновна, другими словами, ребенок должен понимать ту задачу, которую перед ним поставили, и не отвлекаясь, да, выполнить то, что просит непосредственно педагог в данной ситуации. То есть, если его посадили писать палочки, ну, грубо говоря, да, то ребенок, не отвлекаясь на остальных малышей, которые там же с ним находятся, допустим, да, другому сказали писать кружочки, и вот он должен понимать, что задача конкретно для него поставлена, и он должен ее выполнить. Да, если ребенок конкретно на этой задаче все сделал, все выполнил, все, это очень хорошо, он умеет концентрироваться, это одно из критериев готовности ребенка к школе. А если ребенок все-таки, да, отвлекается, заглядывает к соседям, что-то переспрашивает, встает в этот момент, куда-то уходит, потому что такое бывает, да, то в такой ситуации на что стоит все-таки обратить внимание? Вот в такой ситуации мы можем говорить о готовности ребенка к обучению? Надо будет еще все-таки посмотреть, сейчас мы с вами будем говорить дальше, и если все остальные критерии у ребенка, например, он выполняет, да, и они все у него
зрелые, да, Сформированы сформированы, да, то тогда, возможно, он все равно готов к школе. Единственное, что у него вот как раз нет вот этих вот социальных готовностей к школе. Он не умеет сидеть, стоять. Это тоже мы будем дальше с вами разговаривать, поэтому немножечко давайте подождем, и потом вот будут вопросы. Хорошо. Значит, хочу сразу сказать, что большинство детей вообще успешно, дошкольников 6-7 лет, да, ну, лучше, если это будет 7-летний ребенок, они успешно осваивают необходимый набор мыслительно-речевых вообще умений при посещении еще и дошкольных групп и детского сада. То есть там готовят детей к школе. Или подготовительных курсов в школе, да, которые у нас есть, школа будущих первоклассников, и также при домашней помощи родителей. Итак, при поступлении детей в школу приветствуются следующие навыки. Вот теперь вы можете обратить внимание, да, что должен знать, не должен, а хорошо бы, если бы ребенок владел этими навыками. Он должен знать названия самых распространенных растений, животных, насекомых, уметь различать зверей, птиц, рыб, отличать диких животных от домашних, деревья от кустарников, фрукты от ягод и овощей. Ребенок должен знать время суток, времена года, их последовательность, да, наши 4 времени года, и знать дни недели. Иногда запрашивают ориентировку во времени по часам. Конечно, нет, 7-летний ребенок этого знать не должен. Хорошо, если он это умеет, но это не критерий. Имеет представление о природных и погодных явлениях, то есть должен понимать, да, что солнце, снег, дождь. Знать основные цвета, знать понятие право-лево, должен ориентироваться, да, в сторонах. Знать названия популярных видов спорта, самых распространенных профессий, основные правила дорожного движения и дорожные знаки. Уметь назвать фамилии известных писателей и поэтов. Сейчас вот многие педагоги говорят о том, что дети, к сожалению, там не знают, например, Шарля Перро, да, или Ганса Христиана Андерсена. Но если вам ребенок называет писателя другого, да, известного, который сейчас пишет детские книги, то это, конечно, тоже будет прекрасно. Мы не ждем от детей только знания о Шарле Перро. Знать праздники, ну, основные, конечно же, да, Новый год, день рождения, 8 марта, 23 февраля. Уметь рассказать, чем он любит заниматься. Знать правила поведения в общественных местах и на улице. Вот посмотрите, это у нас будет как бы развитие кругозора у ребенка. И последним стоит знать правила поведения в общественных местах и на улице. Это тоже готовность к школе. Вот это то, о чем мы с вами сейчас говорили. О том, что ребенок не может себя вести, да, встает, прыгает, бегает, там, поет во время урока. Да, это одно из общих развитий критериев. Анна Валентиновна, вот еще часто у детей спрашивают при поступлении в школу, ну точнее родители интересуются, должен ли ребенок знать адрес проживания, как его зовут, как зовут его родителей, ну и кем они работают. Ну, конечно, ребенок должен знать, как зовут его родители, адрес проживания. Это даже в целях безопасности. Помните, да? Всегда говорили, если ты потерялся, ты подходишь к дяденьке, ну, в нашем возрасте милиционеру, называешь свое имя, фамилию, говоришь, где ты живешь, называешь имя, фамилию своей мамы, папы и даже вплоть до того, что номер телефона. Но я читала на форумах, сейчас тоже родители очень многие учат номер телефона с ребенком, а те, которые не учат, то с ними заучивают это в детском саду. И говорит, в личном деле была ошибка. Еле переучили ребенка потом от этого номера телефона. То есть понятно, что если вы решили научить ребенка вашему номеру телефона, хорошо бы, это было бы идеально, то конкретно это должны сделать вы, никак не воспитатель детского сада, например, потому что мало ли. Да, ну и понятное дело, что ребенок уже к школе должен понимать, что у него не мама Лена и папа Вася, а что это Елена Петровна, Конечно. Василий Семенович и так далее. Да, ну я просто вот, понимаете, я решила, что мы все-таки с вами продолжаем нашу серию вебинаров. И вот как раз в том вебинаре, который у нас был с вами по готовности ребенка в школе, называется он так, там было как раз, что ребенок, да, должен знать фамилию, имя, отчество, свое, родителей, и адрес, и все. Так, значит, следующий у нас с вами критерий – это интеллектуальное развитие ребенка, и в этой области ребенок должен уметь решать простые логические задачки, головоломки, ребусы, отгадывать загадки. Еще раз повторю, простые. Находить лишний предмет в группе, добавлять в группу недостающие предметы, рассказывать, чем похожи или отличаются те или иные предметы,
Уметь группировать предметы по признаку и назвать его, восстанавливать последовательность событий. Что было сначала, что было потом. Картинки, знаете, есть такие разрезные, да, например. Или даже не по картинкам, а просто вы сами идете со своим ребенком из детского сада, забрали его, да, и спрашиваете, как прошел день. Обычно у нас родители любят спросить, что ты ел? А там, и спал ли ты, и все. А вот если вы спросите, что, как прошел день, то вам ребенок сразу скажет, ну, сначала, вот, да, давай с утра. Вот утром, мы пришли, мы делали зарядку, вы спрашиваете дальше. То есть ребенок у вас умеет восстанавливать последовательность событий за счет того, что вы его каждый день спрашивали, как прошел его день. Раскладывать картинки в правильной последовательности. Вот сейчас тут на слайде как раз просто, да, маленькие примеры. Это у нас ребусы для детей, достаточно легкие, да, для ребенка 7 лет, который совершенно спокойно с ними справится. И вот есть примерная вам картинка, найди в каждом ряду лишний предмет, обведи его, да, или просто скажи, почему он лишний. Также ребенок 7 лет при поступлении в первый класс все-таки должен иметь какие-то математические представления, да. Они у него складываются не от того, что вы постоянно с ним занимаетесь и заставляете его считать, а просто в процессе его жизни, да, так как он до 7 лет все-таки жил, занимался, ходил в детский сад, общался и так далее. Такой ребенок должен уметь считать от 1 до 10 и обратно. Обратно самое главное. Сравнивать два числа в пределах 10, то есть он должен понимать, что 6 это меньше, чем 7. Да? Называть соседей заданного числа. Мы говорим там, Ванечка, скажи нам, пожалуйста, у числа 4 соседей, да, назови нам эти. Ребенок должен спокойно назвать, что это 3 и 5. Выполнять счетные операции в пределах 10. Но, опять же, повторюсь, вот это, конечно, не панацея. То есть, но обычно у нас дети умеют это делать на конфетках, да? 2 конфетки папе, 2 конфетки маме, 2 конфетки тебе. Сколько всего конфеток? Совершенно спокойно вам конфетки посчитает. Поэтому говорят, что он умеет выполнять счетные операции в пределах 10, но на конкретном материале. То есть он не должен в уме вам там высчитывать что-то. Может увеличивать, уменьшать количество предметов на 1, на 2. Вы даете ему камушки, например, говорите, сколько камушков, там 6. Уменьши на 1. Вот он должен 1 камушек спрятать в кулачке и посчитать, сколько камушков, 5, уменьшил. Знать понятие больше и меньше поровну, опять же, тоже на конкретном материале. Раскладывать те же конфеты брату, маме, папе, мне поровну. Ну ладно, возьми у меня 1 конфетку, пусть у тебя будет побольше, да? Взял, у него побольше. Уметь сравнивать предметы по длине, ширине, высоте. Этот дом большой, мы идем с тобой по улице гуляем, а вот дом маленький. Да? Вот дерево маленькое еще совсем, а вот дерево большое. Собачка маленькая бежит, а вот собачка большая. Знать простые геометрические фигуры, уметь составлять аппликации из геометрических фигур. Вот как раз пример аппликации, да, вы, если детей своих ходите в детский сад, вы видите, что они этим занимаются довольно-таки часто. Это вот как раз пока они это умеют, склеивают, им еще и объясняют какая-то фигура. В итоге дети хорошо владеют этой информацией. Решать простые арифметические задачки, ну тут уже были счетные операции в пределах 10, вот это почти то же самое, но вот посмотрите, там вот у нас груши нарисованы, да, то есть мы ребенку всегда должны наглядно показывать. И он у нас с вами запоминает цифры, умеет считать и умеет вычислять. Уметь поделить предмет на 2, 3, 4 равные части. Сначала мы делим тот же яблоко, конфетки, затем мы можем уже делить, там, я не знаю, например, уже то, что у нас есть на картинках, разрезную картинку и так далее. Если вы хотите, чтобы ребенок, у него были хорошо развиты математические представления, то можно учить ребенка находить закономерности, чтобы тренировать вот логику. Тут отлично подойдут упражнения с картинками по типу «Найди 10 отличий». Да? Или «Найди закономерность, ставь недостающий предмет». Как раз на слайде вы видите. Вот эти картинки яркие, достаточно приятные взгляду. Я считаю, что и ребенку интересно достаточно в такие игры поиграть. Они вот развивают у ребенка и логику, и математические представления. Ну и помимо логики математических представлений, такие вот Память, игры, внимание. они, да, развивают очень хорошо внимание, Да. усидчивость
и память. Ну, долго не сидим, да? Нет, с ну понятно, дошкольником. что картинки должны быть простые, Да, как вот вот, показаны, да. да, в которых ребенок Самые хорошо, простые. быстро ориентируется, Со знакомыми. понимает Да. эти предметы, потому что незнакомые предметы ребенок просто может не понимать, что такое существует. Да, вон мой любимый Шарль Перо, красная шапочка, да? Может быть, дети и не знают такого персонажа. Ну, а посмотреть на картинку можно, яркая. Для успешного освоения навыка письма ребенок должен уметь правильно держать ручку и карандаш в руке, да? Проводить непрерывные прямые волнистые ломаные линии, обводить по контуру рисунок, не отрывая карандаша от бумаги. Сложно детям, кстати, это делать. И язык вытащит, и все на свете. Уметь рисовать по клеточкам и точкам, уметь дорисовывать отсутствующую половину симметричного рисунка, копировать с образца геометрической фигуры, уметь продолжить штриховку рисунка, уметь аккуратно закрашивать рисунок, не выходя за контуры. Очень много родителей, которые не придают большого значения нашим раскраскам, да, вот. Сначала же дети раскрашивают красками, потом мы стараемся дать им карандаши, как раз потому что дети, чтобы вот не выходили за контуры рисунка. Это очень важно именно для того, чтобы ребенку не надо, который идет в первый класс, писать. Как у нас любят некоторые родители, да, письменными буквами письма большие. Вот если он хорошо штрихует, хорошо раскрашивает, поверьте мне, у ребенка этого с письмом все будет хорошо. Плюс фонетический слух, конечно, это уже про ошибки, да, чтобы у ребенка был развит. А вот этого достаточно для 7 лет. Да, и еще, Анна Валентиновна, вот смотрите, очень часто у родителей возникает вопрос, когда мы учим ребенка держать ручку, карандаш в руке, фломастеры, кисточки и так далее, сейчас очень часто встречаются дети леворукие, левши. Угу. И очень вот многие родители отмечают, что сложно обучить такого ребенка именно вот данным навыкам письма. Как быть в этой ситуации? Как вот их? Для таких детей теперь, Стоит ли слава Богу, переучивать? Нет, переучивать не будем, да, если это настоящая левша, да, мы с вами говорим об этом, вот, и для таких детей сейчас, слава Богу, существуют специальные и ручки, и карандаши, и педагоги у нас к таким детям готовы, и просто чуть больше давать ребенку этих заданий, да, чуть раньше, может быть, начинать это делать, но редко, я не встречаю, вот у меня встречаются, если левша, то всегда прекрасно работает. Прекрасно, да. Редко встречается ребенок, у которого проблемы с письмом, с каллиграфией, со штриховкой, либо с чем, только из-за того, что он левша. Вот если у него есть какие-то другие нарушения, да, шейного, например, отдела позвоночника, да, там какие-то заболевания, то тогда да. А левша обычно нет. Хорошие дети. Успешные. А вот, кстати, хотела сказать, что если ребенок не любит рисовать, да, мальчики особенно, опять мама, ты мне карандаш, опять раскраску и так далее, можно заниматься с ребенком объемной или плоской лепкой. Пластилин замените, да, вырезанием аппликаций тоже очень хорошо развивает моторику. Вызывать интерес к раскрашиванию помогут групповые занятия. Да, потому что подействует испытанный эффект присоединения. Да, сейчас, безусловно, еще тем более есть такие большие раскраски, разукрашки, да, которые можно расстелить и всей семьей, и ребенок вовлекается и смотрит и на папу, и на маму, и на брата, и на сестру, там, кто есть в семье, да, и ему очень интересно, он смотрит, он помогает, да, и в итоге ребенок потихонечку втягивается в эту ситуацию и великолепно себя ощущает. Сейчас вообще, я смотрю, много очень, и там картин можно рисовать, да, то есть заинтересовать ребенка сейчас намного легче, чем раньше, да, и проще, вот, поэтому только дерзать. Для освоения навыка чтения важно, чтобы ребенок мог найти нужную букву в начале, в середине и конце слова, еще раз последовательность в начале, лучше бы в конце и потом только в середине слова. Уметь подбирать слова на заданную букву, что я тебе сегодня куплю, да? Что я тебе куплю на букву Н. И ребенок говорит, мама, что я тебе куплю на букву Н? Ничего. Ну, это ребенок маме говорит. Умение пересказать короткий рассказ или сказку. Ну, реплику. Расскажи мне сказку про Колобка. Самое простое, что ребенку доступно. Да, не надо его заставлять пересказывать, я не знаю, Гарри Поттера. Да, прямо так дословно. А вот сказки, либо какие-то короткие рассказы очень хорошо. Вот тоже на слайде вы видите, что вот есть такие у нас
теперь сейчас множество всеразличных картинок. Это лучше, если вы начинаете с картинок, а затем переходите уже на представление, да, например, вот, догадайся, что мы сегодня с тобой купим на букву К, да, конфету, да, или идете с ребенком из детского сада, и он вам там что-то рассказывает, и, например, вы говорите, мы сейчас зайдем в магазин. На какой звук начинается это слово, да, ребенок? Это игра. А ребенок вам, то есть вы всегда говорите, а теперь ты мне задай это задание, да? Ребенку будет интересно. Да, ну и безусловно, вот в данной ситуации, правильно Анна Валентиновна сказала, угадай, да, какая первая буква, да, или вспомни, или давай подумаем. Вот, если ребенок уже как бы в это включен, в эту игру, то тогда да. Если вы только с ребенком начинаете, то это, безусловно, попробуй угадай, да, вот. Но потом уже, позже, можно играть с детьми в игру такого порядка, допустим. Как ты думаешь, есть ли такая буква в этом слове? И произнести слово. И ребенок должен услышать, есть этот звук в слове или нету. Это тоже очень хорошо влияет на развитие фонематического слуха и развивает хорошо навыки чтения. То есть ребенок умеет вычленять звуки из потока слов. Да. Да, вот в принципе больше ничего и не надо, да, там читать целыми словами и так далее, как у нас обычно родители хотят, чтобы ребенок пришел и читал целыми словами. Но самое главное, ребенку нужно влиться в новый коллектив и получать удовлетворение от учебы. Вот это главное, да? Он должен, мы с вами говорили в самом начале, чтобы все это прошло успешно, ребенок должен уметь сосредотачиваться на каком-либо предмете на протяжении целого урока, да? В начале года это будет 30 минут, затем это даже 40 и 45. Должен признавать авторитет учителя, внимательно слушать и не кричать с места. Должен уважать личное пространство других детей. То, о чем мы говорили, да? Это самое главное. Ну, должен, тоже поведенческие навыки, да, у ребенка они должны да, быть развиты. Да. Разбирать портфель, следить за своими вещами, уметь спокойно принимать свои неудачи, справляться с эмоциями, когда что-то не получается, иметь навыки самообслуживания. Он должен уметь вымыть руки, да, застегнуть себя, переодеться на физкультуру, зашнуровать ботинки. Если он не умеет шнуровать, значит, мы покупаем ему на липучках, да, чтобы он не чувствовал себя неуспешным. Да, неуспешным. И вот то, что мы говорили, если ребенок все-таки бегает, прыгает, да, и там не дает другим детям осваивать образовательную программу, то тут надо задуматься о том, что, возможно, если еще есть пробелы там в знаниях в остальных, то ребенок пока не готов всего-навсего. У него еще игровая деятельность преобладает над учебной. Он не виноват в этом. Это надо подождать ровно год, и все будет хорошо и прекрасно. И ребенок вырастет и пойдет в школу и будет себя уметь сосредотачиваться, хорошо себя вести, иметь навыки самообслуживания и все на свете. Мало того, еще и будет хорошо владеть всеми остальными, да, вот, и общим кругозором и так далее. Что же должен знать еще ребенок? Пожалуй, достаточно, да, потому что вот этого хватит. А вот родители, конечно, должны быть тоже психологически готовы к первому классу. Родители должны осознавать, что им предстоит прожить нелегкий период начала школьного обучения ребенка, к которому необходимо подготовиться. Надо узнать школьные правила, продумать путь ребенка в школу и обратно, понять, что школьные успехи и провалы – это прежде всего опыт ребенка, принять, что будут школьные трудности, набраться терпения на долгие годы вперед. Да? И самое главное, никогда не переживайте, что если у вас будущий первоклассник чего-то не умеет, особенно из того, что вот сейчас я перечислила. Это достаточно условно. Это условно. Мы не открыли никакую Америку, об этом все говорят, да, ничего такого там сложного нет. Если он чего-то не умеет, ничего страшного, да. Главное у ребенка сохранить желание научиться. Все. И ни на минуту никогда не забывайте о том, что ваш ребенок самый умный, самый красивый, самый воспитанный, вообще самый-самый. Тогда все будет хорошо.
Да, нужно всегда, уважаемые родители, помнить о том, что своих детей нужно любить, Да. потому что никто, кроме вас, любить так ребенка не будет никто. И это нужно знать, это нужно понимать. Ребенок нигде, кроме как в ваших объятиях, не сможет найти защиту. Нигде, как кроме в ваших объятиях, не сможет найти успокоение и получить то уравновешенное состояние, да, успокоиться, если что-то не так получается, еще что-то. То есть вы важный психологический фактор готовности ребенка к любому действию. Если вы спокойны, если вы ребенка всегда поддерживаете, если вы его всегда направляете, то ребенок будет уверен в своих силах, и никакая школа ему будет не страшна. Обязательно нужно помнить о том, что ребенку нужно быть готовым, с большим желанием идти в школу. То есть изначально нужно помнить об этом и говорить ребенку, что там хорошо, там замечательно, мы тебе всегда поможем, мы всегда будем рядом. Вот это очень важный фактор. И сейчас хочу задать несколько вопросов, которые как бы к нам поступили. Первое это, вот сейчас очень много идет школ, да, первоклассника, в детских садах, в начальных школах, ну вообще в общеобразовательных школах. И вот задают такой вопрос. Предварительная подготовка к школе – это обязательное условие или просто рекомендация? И вообще нужна ли она? Ну, это, конечно же, не является обязательным условием, это рекомендация для того, чтобы самому ребенку было проще, чтобы ребенок привык к системе урок, учитель, там другие ученики, да, уметь сидеть за партой. Вот и здесь речь идет не обязательно о каких-то там вот курсах, да, или сейчас хорошую подготовку дают и в детских садах. Вот, поэтому только рекомендательный характер, но вот я сама как специалист конкретно всегда рекомендую, пусть не целый год, но где-то в апреле, чтобы ребенок привык к школе, к зданию, к учителю, к одноклассникам, которые, скорее всего, будут с ним вместе, к партии, к системе урок, перемена. Это намного проще будет ребенку. Да, то есть это в принципе дает ребенку понимание поведенческого, да, характера и понимание того, как себя вести в школе, как себя оппозиционировать со школой, чтобы не было потом вот таких серьезных стрессовых ситуаций, когда ребенок попадает сразу в школьное обучение, Да. в большое количество людей и так далее. Да, чтобы вот как раз не бояться вот этого большого количества людей, которые он видит впервые на линейке в первом классе с этим букетом. Маленький ребенок, мама где-то в стороне. И некоторые дети, конечно, испытывают огромный стресс. Вот чтобы этого не было. Только для этого. Не для того, чтобы научиться читать и писать. Просто чтобы снять психологический стресс и пройти легкую у всех. адаптацию в итоге. И у родителей, и у школе. ребенка, да. Чтобы папа с мамой научились ходить в школу за ручку. И чтобы ребенку было легко. Следующий вопрос. Как вы думаете, дети, ходящие на разные занятия перед школой, уже имеют навык? Да, да. Ну, допустим, если занятия именно за партами какие-то неподвижные. Конечно, имеют. Поэтому не обязательно, опять же говорю, что ходить вот прямо в школу, но еще раз повторю, что в школу-то ненадолго хотя бы. Надо сходить только для того, чтобы, вот я еще раз повторю, психологическая готовность была. А так нет, ребенок и так готов, да. Хорошо. Анна Валентиновна, скажите, пожалуйста, а вот занятия, допустим, рисованием, танцами, какими-то физическими, да, не нагрузками, да, какими-то увлечениями спортом, да, ребенка, оно как-то вот помогает подготовить ребенка к школе? Ну, именно к системе учитель, ученик, класс, да, другие дети, именно школьное прям образование нет, конечно, потому что А всё-таки... вообще как бы вот психологически? так, да, конечно, обязательно. Все дополнительные вот эти занятия, и физические, и эстетические занятия, они очень хорошо развивают ребенка.
да. То есть они дают Вот, ребенку да. какую-то уверенность, наверное, в Обязательно, себе, да. да. Они когда помогают ему вот именно отлучиться в другой коллектив, не то, что постоянно там детский сад и дом, Да. а еще какое-то другое место, другое помещение, чтобы ему легче было потом адаптироваться, наверное, к другим условиям. Конечно. Потом не забываем, что все-таки, например, вы сейчас озвучили про кружки рисования. Это моторика, да, это цветовые решения ребенка. Он мыслит по-другому. Они настолько, дети, которые занимаются рисованием, настолько они, не знаю, они даже говорят по-другому. Я уже не говорю про детей, которые занимаются музыкой. Это вообще у них и речь развита, и они никого не боятся, они умеют уже и выступать, и все на свете. Ну, и, наверное, точно так же влияет на развитие ребенка такие, как вот мини-театрализованные какие-то Конечно, кружки, да, да. да. А потом, если ребенок занимается там каким-то спортивным, ну, вот, допустим, спортом, да, а здесь, наверное, все-таки больше и сила воли А какая-то, здесь, и да, усидчивость, целеустремленность, да, воля к целеустремленность, победе, да, да, какое-то вот да. все-таки тоже дает что-то. Конечно, ребенок организован уже. Он еще раньше был организован, да, чем другие дети. Он знает, что у него есть распорядок дня, да, что у него есть тренировки. Поэтому вот просто в этот распорядок дня еще и теперь вошла школа, да. То есть здесь как раз-таки вот эти вот поведенческие какие-то основы Да, закладываются, когда конечно. ребенок понимает, что к Как чему, себя как себя вести и в что том или делать. ином месте, Мгм. да. Нормы Хорошо. поведения. Следующий вопрос. Ребенку 4 года. На что нужно уже сейчас обратить внимание? Это развитие внимания, памяти или чего? Ну да, 4 года надо развивать внимание, память, логику у детей можно развить, мелкую моторику рук. И сейчас очень много пособий, очень много, поэтому, ну, я предлагаю просто, как сейчас навскидку, да, посмотрите из серии «Школа для дошколят», там прямо возраст указан, для 4-5 лет. Вот и все. То есть, в принципе, в Читать 4 пока не года, надо. да, в Не 4 надо. года ребенку можно предложить достаточно много интересных Много-много. игр, направлений. Но и я вот с вами соглашусь, что, безусловно, вот развитие вообще моторики, в том числе мелкой, вот она будет, конечно, очень актуальна в данном возрасте, потому что чаще всего дети в этом возрасте не умеют ни лепить, Да. ни рисовать, ни держать ножницы в руках. Ну вот как раз 4 года и начинаем учить, да? Мгм. Ну и вот последний вопрос у нас пришел. Обязательно ли к школе ребенок должен уметь читать, ну и либо писать? Вот, ну, еще раз повторю, что никто никогда не обязывает родителей научить ребенка читать или считать до Ну или того школы, писать, да? да? Вот, потому что для этого существует школа. Мы с вами это знаем. И лучше, если мы... Не всегда родители могут правильно научить ребенка. Сколько вот на моей практике таких ошибок. И к специалистам, оказывается, водили. Ребенок учился у специалистов читать, но читает он побуквенно уже в 3 классе до сих пор. То есть нет гарантии того, что вы, как родитель, правильно научите ребенка читать. Да, это нужно все-таки пройти какие-то консультации, еще что-то. Другое дело, если ребенок хочет. Есть такие дети, которые и в 3, и в 4 года хотят научиться. Это совсем другое дело. Если ребенок не То есть здесь испытывает ребенок желания, самостоятельно. да, ну, Мгм. надо, конечно, подсказать. Подсказываем мы не забываем никакими не буквами, а звуками, да, ребенку Мгм. название букв. Но вот все-таки все равно по статистике сейчас, на данный момент, более половины первоклассников уже умеют все-таки читать, идут в школу читающие. И многие школьные программы вот этот факт, конечно, принимают во внимание. И вот, потому что ориентируются на большинство. И детям, которые не умеют читать, им в этом вот сложно. Сложнее. Но я знаю, что и школы, и педагоги, и классы как-то подбираются. Если уж прям дети читающие бегло, они идут в 1 класс, да, дети, которые читают по слогам, в другой класс. Дети, которые не умеют читать, в 3 класс. Как-то все равно идет Градация все-таки, разделение, да, Мгм. не всегда, но бывает. Поэтому Да. Ну и вот как бы вот вдогонку к этому вопросу, многие учителя начальной школы категорически против, чтобы детей учили писать до школы. Потому что не каждый родитель владеет этим навыком правильно и не всегда умеет научить ребенка правильно писать и ну, красиво писать, да, и чтобы соблюдать, каллиграфически соблюдать все вот эти вот правила каллиграфии, и чтобы рука не уставала. То есть учитель все-таки он более знаком с этими да, то вещами, правило, и да. там есть, существуют специальные правила, поэтому не стоит торопиться, не стоит ребенка дергать, и не стоит его заставлять это делать. Конечно, лучше купить ему раскраску.
лишнюю, да, и пусть он у вас раскрашивает, стараясь не выходить за линии. Пусть раскрашивает картинку для мамы, для папы, для бабушки, для дедушки. Ну, спасибо, Анна Валентиновна, большое. Я так думаю, что мы с вами продолжим эту серию, потому что это очень достаточно такие интересные вопросы, которые часто поступают. Очень многие родители задают вопросы именно по подготовке детей к школе. Сейчас этих вопросов, естественно, возникает еще больше, потому что большую часть дети, допустим, в прошлом году просидели дома в связи Да, с пандемией. Это было достаточно тяжело, сложно. Выпал большой кусок из жизни детей, которые посещали даже дошкольные учреждения, потому что все было закрыто. Поэтому, я думаю, мы с вами еще неоднократно встретимся по этому вопросу. Посмотрим, какие вопросы поступят еще, и подготовим, наверное, какое-то интересное мероприятие вот именно по подготовке детей к школе, которые выпали из дошкольного образования в период пандемии. Что-то посоветуем, посмотрим, может быть, даже сделаем какую-то подборку, да, материала. Спасибо большое. С нетерпением жду очередной встречи. Вам большое спасибо, уважаемые слушатели. Желаю вам всего доброго. До свидания. Спасибо, до свидания всем.